Почему нам так легко залипать в воспоминаниях о мертвых, об ушедших людях, особенно о тех людях, с которыми нам было хорошо. Вот сейчас объясню, почему и что с этим делать. А сначала хочу поделиться историей своей и историей клиентки, одной из клиенток. Значит, своя история сначала, моя точнее. Ну, так сложилась жизнь, что, в общем-то, росла я в очень таких непростых условиях. И вот этой самой романтической любви взаимной у меня не было. Я не очень много читала. Мои родители были очень романтическими людьми, которые умели проявлять любовь, показывать друг другу свою любовь. И мне казалось, что это естественно, и у всех это происходит в определенном возрасте. Просто оно вот происходит, да и все. В моей жизни этого не происходило, пока я не встретила молодого человека, совершенно удивительного, очень яркого, очень харизматичного, с юмором, который любил меня так, что я просто была поражена и смотрела, думала: что других-то нет, что ли, никого получше? Как вы сами понимаете, уровень моей уверенности в себе был ниже плинтуса тогда, но неважно. Вот, я смотрела на него как на чудо и воспринимала его как чудо. Но молодой человек был болен. У него было заболевание сердца, которое сегодня вот в Израиле, например, оперируют там за 20 минут, и человек живет до 120. Но это было давно и в России. Вот, и он стал умирать. Он стал умирать и говорить мне, что мне делать после его смерти. Мне было 19 лет, все это казалось совершенно диким, вместе с тем, что внутри я знала, что он как бы не шутит. В том числе он сказал мне: когда я умру, пожалуйста, позаботься о моем брате, о моих родителях и о моих ближайших друзьях. И назвал их имена. Я обещала, я же не знала, что это как бы на всю жизнь. Он буквально через полчаса упал и умер. Вот, я вышла замуж через 2 года за его брата, родила с ним 5 детей, заботилась о его родителях, пока не проводила их. И вот эта история, явно кармическая, она мне мешала двигаться вперед. То есть она мешала мне увидеть возможности другие. То есть мне сказали, я пошла и сделала. И потом я долго вела диалог с этим умершим мужчиной. И никак не могла избавиться от этой вот навязчивой привязанности. Пока не начала изучать эту тему, взаимоотношения с душами вне тела, вообще, что такое шаманизм, что такое реинкарнационная терапия. То есть благодаря этому опыту я очень продвинулась в своем развитии. История вторая. Потом объясню, почему это все происходит и как это решить. Вот, история вторая, история моей клиентки, которая вышла замуж довольно поздно за совершенно потрясающего мужчину, который тоже, он давал ей такую любовь, о которой она даже в книжках не читала. Вот. И он был очень обеспеченный. То есть это семья, которая держала сеть каких-то очень больших бизнесов в Израиле, в Лондоне, в Англии, там еще где-то. И он все время ее обучал, основам своего бизнеса. И говорил: когда меня не будет, ты будешь продолжать. Она говорила: да, оставьте меня в покое. Человек он прицепился своим бизнесом. У нас все так хорошо, и все у тебя будет хорошо. Вот. Он был болен наследственным заболеванием, от которого умирали все мужчины их рода, достигнув где-то около 50 лет. Кто-то раньше, кто-то позже, но, в общем, в районе 50 уже никого из них не было в живых. Вот. И, в общем, короче говоря, он знал, что он умирает. И в какой-то момент он умер, переписав на нее все документы на бизнес.
там еще были партнеры и так далее. Но, в общем, он все переписал на нее, и он умер, и она не могла перестать плакать. Когда она пришла ко мне, вот как к практикующему шаману, она плакала, не переставая, 8 лет. То есть я не знаю, плакала ли она во сне, я не видела, но все время бодрствования у нее просто текли рекой слезы. Она говорит: ты не представляешь, я провожу так наше совещание, не переставая рыдать. Я там езжу по делам, не переставая рыдать. И, в общем, просто так же невозможно. Люди свои-то привыкли, а с чужими же так, нереально общаться. И вообще это не жизнь. А вот, можешь ли ты мне помочь? Она к тому моменту уже там психологов обошла и других специалистов более привычных. Вот, пришла ко мне, потому что она сказала: мне уже терять нечего, а я не знаю, что с этим делать. Вот, я ей провела шаманскую терапию, 2 сеанса нам понадобилось, и она не только перестала плакать, она просто мы закончили сеанс, и она улетела в Лондон, и там она ведет этот бизнес семейный, и, в общем, у нее началась совершенно другая жизнь. Значит, во-первых, почему это происходит? Потому что когда человек близкий, с которым нам было хорошо, неважно даже, или он был просто очень значим в нашей жизни, он уходит, неважно, опять же, внезапно или, ожидаемо, насколько это можно ожидать, мы неосознанно передаем ему свои части души, а он оставляет у нас свои части души. То есть он поднимается туда, куда он поднимается, он не может реинкарнировать, он зависает между мирами, душа зависает, и на ней, как наклейки, только они очень тяжелые наклейки, висят наши части души. А у нас, откуда они вышли, образуются как дыры в ауре, которые мешают нам двигаться вперед, потому что вакуум, вы знаете, не бывает, да, во Вселенной. Они заполняются зависимостями, потому что нужно временное какое-то решение. Вот зависимости временное решение. Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то наркотики, кто-то там секс, кому чего. Но самое главное, что это временное решение. Зависимость – это временное решение глубокой проблемы, которая не решается с этим способом. Но мы пользуемся тем, что есть. Так вот, значит, что сделать, чтобы освободить нас от этих чужих энергий и освободить этого второго человека, который завис между мирами, эту вторую душу, и чтобы она могла двигаться дальше? Проводится обряд возвращения частей души от ворот мертвых. Во-первых, сначала проходит обряд очищения оловом, чтобы все, что может очиститься прямо сейчас, очистилось. Это как, скорая помощь. А потом проводится шаманский обряд возвращения частей души от ворот мертвых, где клиент встречается с той душой, которую он может воспринять с помощью своих органов чувств, и с ней закончить то, что не было закончено во время жизни. Попросить прощения, поблагодарить, отпустить, у кого что, благословить, попросить благословения. В общем, у кого что. Но самое главное, что происходит возвращение частей души. То есть клиент возвращает этому ушедшему его части души, очищенные светом Творца, и себе возвращает свои части души, очищенные светом Творца. То есть эти дыры, которые были в ауре у живого и у ушедшего, они закрываются. И этот который был зависшим между мирами, он наконец-то может вернуться, подняться и соединиться со светом Творца. Это очень-очень сильная трансформация, очень сильное исцеление, которое открывает потрясающие совершенно возможности для тех, кто проходит этот ритуал, этот обряд. Это не ритуал, это обряд.
Вот, это путешествие, точнее, шаманское. То есть все начинает двигаться. Я вам потом еще расскажу. Я могу это делать бесконечно, потому что клиенты приходят потрясающие, такие очень сильные, очень интересные истории, интересные. Вот, все начинает двигаться, все сферы жизни вдруг оживают. И связи, и путешествия, и карьера, и любовь, и дети, и внуки. В общем, все начинает двигаться. Поэтому вот такая ситуация и такое ей решение. Если вам интересно, напишите что-нибудь в комментариях. Если вам знакома эта ситуация и вы хотите из нее выйти, пишите, пожалуйста, в комментариях «Консультация». Я с удовольствием дам вам 20-минутную диагностическую консультацию, в которой я вам провожу диагностику, я смотрю, откуда у вас там дровишки, почему вы зависли, и мы разрабатываем вместе стратегию глубокой трансформационной работы, столько, сколько нужно. Поскольку инстант решений я не предлагаю, я предлагаю глубокую трансформацию, которая меняет всю вашу жизнь. Интересно, что это создаст. Подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии словами, тогда мои публикации станут видимы другим. Прощаюсь с вами, до новых встреч. Орель Маур, современный шаман.